Праздничная церемония, приуроченная к 9 мая, прошла в столичном дворце Мекан. Для ветеранов подготовили праздничный концерт, в программу которого вошли песни военных лет. Свои выступления представили артисты Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой, Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули и военный оркестр Туркменистана. В зале присутствовала Антонина Павловна Пряничникова. Сейчас ей 98 лет, однако она решила не пропускать ежегодную церемонию. Война не дала ей закончить школу. Когда началась война, Антонина Павловна вместе с семьей проживала в городе Ахтубинск, недалеко от Сталинграда. Из-за регулярных бомбежек проходящая через эту местность железная дорога была разрушена, и молодые ребята, в том числе Антонина Павловна, занимались ремонтно-восстановительными работами, тушили пожары и помогали оказывать помощь раненым. Также собравшиеся чествовали Галину Алексеевну Мамедову, 1943 года рождения. Ее в Туркменистане официально приравняли к ветеранам войны. Она родилась в блокадном Ленинграде. В годы Великой Отечественной войны всего в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев. Из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 удостоены звания Героя Советского Союза, а 15 стали полными кавалерами Ордена Славы. 9 мая торжественно отмечается Великий праздник Победы. В этот день мы вспоминаем самоотверженный труд туркменских женщин, работавших в тылу, и подвиги наших мужчин на фронте. В те годы туркменские женщины сдали в фонд обороны более 7 тысяч килограммов золотых и серебряных украшений. Кроме того, они отправляли на фронт теплую одежду, носки, джемперы и многие другие вещи, сделанные своими руками, проявляя невероятную заботу о защитниках Родины. В суровые годы войны, когда ощущалась острая нехватка тяжелой техники, неоценимую помощь фронту оказали ахалтекинские кони. Участие ахалтекинцев в московских парадах в честь Дня Победы – яркое признание того, что наряду с доблестью воинов победу ковала и мощь этих легендарных коней. Верные спутники туркменских джигитов, они бесстрашно шли в бой, доставляли стратегически важные донесения и перевозили необходимые грузы между боевыми позициями. Более 100 туркменистанцев за проявленный героизм были удостоены звания Героя Советского Союза, и 16 из них – полные кавалеры Ордена Славы. Их имена ежегодно с почтением вспоминаются во время празднования 9 мая.